Вот и подошел к концу благословенный месяц Рамадан, месяц, ниспосланный Аллахом правоверным, как высшее благо, месяц, в который всем мусульманам следует держать пост, совершать благодеяния, проявлять заботу о слабых и обездоленных, укреплять свою веру. В чеченском обществе со времен принятия чеченцами ислама этот месяц всегда выдерживался как время всенародного праздника. Начало и окончание Рамадана были охарактеризованы праздничным настроем, особенно окончание. Эти 3 дня мусульмане ходят друг к другу, поздравляют с праздником и угощаются за обильными праздничными столами. Даже в самые тяжелые времена, будь то выселение 44-го или 2 кровопролитные войны новейшей истории, эта традиция сохранялась неизменно. شکیر وقت بچند در با کلام بچند بود روز دیده ولی لیخ نسیده ویش نسیده حقوق حنخ سیده ده از وصل حدين نسيد عايش نسيد حي موت الذي دار حي دعنا ده ريزن قاعد قيم ده خولات ده القيم دي دعنا يقعد Также в этот месяц было немало сделано и для того, чтобы укрепить репутацию столицы Чеченской Республики как исламского центра Южного федерального округа. С уверенностью можно предполагать, что в ближайшее время Грозный станет главным исламским центром всей России. Что дает право на такие предположения? А вот что. Бытует мнение, что Казань является мусульманской столицей России. Действительно, до начала 21 века многие показатели Татарстана позволяли ей стать одним из наиболее вероятных претендентов на статус столицы российских мусульман. Однако события последних лет показывают, что в этом вопросе столица Татарстана наступает на пятки, и у нее есть довольно серьезные конкуренты. Мы рассмотрим вовсе не Москву, Уфу или Нижний Новгород, которые тоже претендуют на звание исламской столицы России, а присмотримся к главному городу Чеченской Республики Грозному. Однако при всей серьезности заявок Казани на этот статус никак нельзя не отметить следующее. Активизировавшаяся в последние годы столица Чеченской Республики в связи с открытием новой мечети сердца Чечни, созданием своего исламского университета и ряду проведенных мероприятий международного уровня по исламской тематике убедительно демонстрирует, что Грозный тоже стал претендовать на лидирующие позиции в этой сфере. Этому утверждению показательны, кстати, и последние предложения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по учреждению в России должности единого муфтия и инициированию вопроса введения России института многоженства. Не менее убедительна в этом плане и особая роль официального Грозного в развитии отношений с исламским миром ближнего и дальнего зарубежья. При этом отметим, утверждение Грозного как альтернативного исламского центра страны может не только привлечь сюда туристов и исследователей из-за рубежа, но этот статус может сделать официальный Грозный той же платформой, на основе которой Россия сможет строить свои отношения с арабскими и другими мусульманскими странами. Собственно, это уже и происходит. Вместе с тем следует отметить еще один немаловажный аспект. Только Рамзан Кадыров из российских мусульман удостаивался чести принять участие в церемонии омовения Каабы. Ни до, ни после него ни один из религиозных или светских лидеров мусульман России не удостаивался этой чести. Опять же, только чеченский лидер пользуется правом почетного гостя у монархов Иордании и Саудовской Аравии. Обращаются же они к нему не иначе, как брат. Все это существенно увеличивает шансы Грозного на звание исламской столицы России. Рассмотрим всего лишь несколько эпизодов деятельности официального Грозного в развитии отношений с исламским миром. Во второй половине августа 2008 года Рамзан Кадыров совершает подряд несколько визитов на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию и Иорданию. При этом делается всего лишь один краткий перерыв, да и то для того, чтобы провести миротворческий съезд в Гудермесе, опять-таки под лозунгом «Ислам, религия, мира и созидания». Сам Конгресс в Гудермесе собрал практически всех известных деятелей исламского мира. Визиты же в Аравию и Иорданию фактически поставили Рамзана Кадырова в один ряд с лидерами мировой мусульманской уммы, монархами Саудовской Аравии и Иордании. В Москве лидер ливийской арабской джамахирии Муаммар Каддафи встречается с Рамзаном Кадыровым после своих встреч с президентом страны Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Эти и другие контакты главы Чеченской Республики с арабским миром являются знаковыми и говорят о многом. К примеру, хотя бы и все тот же приезд в Чеченскую Республику лидера Палестины Махмуда Аббаса. Тем не менее, отметим, что в ходе многочисленных визитов Рамзана Кадырова в страны Ближнего Востока и встреч с влиятельными лицами исламского мира ставится задача не только некоего мостика от России к ближневосточной политике, но и задача практического характера. Так, одной из задач визитов Кадырова на Ближний Восток, как и исламских форумов в Грозном, является предъявление мировой мусульманской общественности новой послевоенной республики. Республики, в которой восстановлен мир, идет активное строительство, и никто не преследует мусульман за веру, как это пытаются представить лидеры экстремистов. Еще один и не менее важный момент. Не секрет, что вооруженное сопротивление с начала Второй чеченской кампании стало менее сепаратистским и более якобы религиозным.
Так, свои диверсии и атаки члены НВФ в ходе второй кампании объявляют ничем иным, как частью глобального джихада, а за их спинами начинают смутно угадываться ближневосточные мусульманские сообщества, откуда исходит финансовая, военная и моральная поддержка. Встретившись с ближневосточными монархами и именитыми богословами, к примеру, таким как сирийский шейх Мухаммед Кафтару, в простой и непринужденной обстановке Кадыров лишил ваххабитов ближневосточного козыря и всяческой поддержки. Именно после этих встреч и именно Рамзан Кадыров признается ближневосточным миром лидером мусульман не только Юга России, но и страны в целом. К слову, успехи в развитии исламского диалога и налаживания мира на чеченской земле были закреплены и на встрече с представителями чеченской диаспоры в Иордании, в ходе которой Кадыров обещал всеобщую амнистию всем, чьи руки не обогрены кровью, но по тем или иным причинам вынужден скитаться за пределами родины. Эти и другие шаги молодого чеченского руководителя позволили ему в кратчайшие сроки закрепиться на внешнеполитической арене и утвердиться в исламском мире. Однако вернемся к вопросам соперничества Казани и Грозного за право быть исламским центром России, которое наметилось в ближайшие годы. В этой связи следует отметить, что Грозный фактически уже стал исламским центром Южного федерального округа. Об этом бесспорном факте говорит как непререкаемый авторитет официального Грозного в Северо-Кавказской республике и регионах, так и постоянные консультации руководителей Духовного управления Юга России в Грозном. И самое главное – создание Координационного центра мусульман Южного федерального округа, опять же по инициативе все того же Рамзана Кадырова. Необходимо отметить и неплохую организацию развития в республике исламской медиасферы. Так, если Татарстан только задумывается о необходимости ее организации, то в Чеченской республике уже функционирует исламское телевидение, исламская типография, звукозаписывающая студия, запущена студия анимационных и документальных фильмов, проповедующих ислам, не за горами и собственная киностудия исламской ориентации. Конкуренция и довольно серьезные претензии налицо. И здесь, наверное, стоит отметить, что Рамзан Кадыров, пожалуй, является единственным северокавказским лидером, понимающим глубинность и серьезность ситуации с приверженностью горцев к исламу. Именно с этим связана его политика по якобы частичной исламизации жизни в Чеченской республике. Непреклонная борьба Кадырова с игровыми автоматами, настойчивые просьбы к женской части населения покрыть голову платками, к мужскому оставить курение и алкоголь, отстаивание многоженства, удаление клубнички с экранов и многое другое – все это не прихоть молодого чеченца во власти. Это выстраданное осознание того, что без учета глубинной приверженности и ориентации кавказского горца на требования ислама ни о каком возрождении нации говорить не приходится. Таким образом, Грозный вполне имеет все объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Казани. И это не просто честь, но и большая ответственность. Получается, что слова президента Чеченской республики «Чечня – центр мира» не случайны. И в каком-то смысле в ближайшем будущем Грозный станет не только административным и общественно-политическим центром Чеченской республики, но и одним из важнейших российских центров религии мира. Можно с уверенностью сказать, что следующее разговение, то есть окончание месяца Рамадан, будет встречено Грозным уже в статусе исламской столицы России. Де-факто таково уже положение дел. Де-юре это закрепится, когда всем будет все понятно. Многое уже ясно, а то немногое, что осталось, будет достигнуто в ближайшие год-два. نوچ ام دو مسر دیگه هردو مسر خزر هردو اون راجی وی داعب یشلو وی دابوس الدنج عارض یشلو وی اولاش دون وی استاش وی بسن نق وی دایش لیل نق وی داق وی ابو این خیج وی داو داو مقادونه دال ایما بیرت دون بوسب نخ تم سو بول دون وی نوچ غلق عادش لردیش دون ایری سداخ. А вам, уважаемые сограждане, хочется пожелать, да благословит Аллах ваш пост и ваши благие деяния в священный месяц Рамадан. Дал марнаш обал дуэлша, хаган кадал шида говорил. Тиох чхайнах каба дастак дал иман мукшалла дуэлша.